По факту гибели человека в Якутске идет доследственная проверка. Следственный комитет Якутии расследует ЧП, произошедшее в ночь на 13 ноября. Из-за аварии в отопительной системе серьезные ожоги получил житель одного из домов столицы. В результате мужчина скончался до прибытия скорой. Наш корреспондент Афанасий Николаев побывал на месте этой трагедии. С первого взгляда понятно, что дом построителей 18/1 не самый благополучный по части ЖКХ. Внутри все еще хуже. Ржавые трубы, осыпавшиеся стены и голые провода. Именно под этим разбитым электрощитом соседи в ночь на четверг среди раскаленного пара и кипятка обнаружили пострадавшего. Не могли понять, где стон идет. Понимаете, мы думали, что это сосед, у нас там пожилой мужчина живет. Мы думали, дверь открыта, от пара, может, задыхается, потому что здесь все было в воде, очень много воды. А потом у меня муж вышел, с фонариком шел, и вот его лис обнаружил. Вот прямо вот здесь получается, да? И вот они его занесли сюда в квартиру, пока скорая помощь ехала. В 5 часов 22 минуты сообщение о ЧП поступило в скорую помощь. На место немедленно выехала бригада интенсивной терапии. Через 8 минут медики прибыли к месту трагедии. К моменту начала реанимации пострадавший уже находился в состоянии клинической смерти. Из-за обширных ожогов и болевого шока спасти мужчину не удалось. Оказана реанимационная помощь, но безуспешная. А ожоги на какой площади? Ожог очень был большой, ожог спины, бедер, лежал он вниз головой в воде. Сон, сатан или какой сатан? 30% ожога третьей степени. Очень обширный ожог. За комментарием по поводу трагедии и состояния дома построителей 18/1 мы обратились в управу округа. Но сначала чиновники ссылались на занятость, а потом и вовсе перестали отвечать на звонки. В данный момент оценку работе ЖКХ района дают не жители дома и даже не родные погибшего, а Следственный комитет. В настоящее время по данному факту Следственным отделом по городу Якутску проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение. Кроме того, будет следователями также дана соответствующая юридическая оценка действиям должностных лиц коммунальных служб. Учитывая резонанс, коммунальщики оперативно откачали воду, подали тепло и опечатали квартиру, где произошла авария. Сейчас АЧП напоминает только лопнувшие регистры, сложенные у мусорных баков. Понятно, что о трагедии, в очередной раз обнажившей проблемы ЖКХ столицы, постараются скорее забыть, но не жильцы злосчастного дома, и тем более не родные и близкие погибшего. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.